За свою жизнь курильщик выкуривает около 15 тысяч смертельных доз никотина. Курение наносит вред практически всем системам органов. А ведь наравне с этой пагубной привычкой стоит проблема наркомании и алкоголизма. Согласно независимому рейтингу по наркотрезвости, Ингушетия на 27-м месте. Для нашего маленького народа цифры крайне серьезные и опасные. На сегодняшний день 1655 человек на учете психоневрологического диспансера, как наркозависимые, ровно половина из которых даже не думали увлекаться этим всерьез. Единственный способ уберечь себя – не пробовать. Такая пагубная привычка увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца и гипертонии 4-6 раз, а рака легких 101. Курильщики в 5-8 раз чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут в среднем на 8-10 лет меньше, чем некурящие люди. Каждый год никотин уносит жизни почти 5,5 миллионов человек в мире. В среднем раз в 6 секунд от курения в мире умирает 1 человек. Пропаганда, выявление и пресечение – вот главная цель встречи сегодняшнего мероприятия. Предостеречься от пагубной зависимости призывают врачи, религиозные деятели и студенты. Несмотря на свой возраст, эти ребята понимают и напоминают, наркотики только вначале приносят приятные ощущения. Уже после чувства ломки, ухудшения здоровья, а впоследствии отказ от друзей и семьи. Подобные мероприятия мы стараемся проводить по мере своей возможности более часто. В год 2-3 раза мы собираем студентов для таких профилактических мероприятий. Разъясняем, объясняем, что это очень пагубно влияет на жизнь человека, наличие таких привычек. И как вы думаете, есть результат? Да, конечно, думаем, что наши студенты, они ведут здоровый образ жизни после наших рекомендаций. Думаем, что все будет хорошо. Лирика, марихуана, героин. Именно эти препараты на первом месте среди употребляемых наркотических веществ в регионе. На сегодняшний день из состоящих на учете 237 заядлые наркоманы и 1359 употребителей от ситуации к ситуации. Кроме того, представители духовенства не устают напоминать молодежи. Религия осуждает тех, кто каким бы то ни было образом вредит своему здоровью. Лирик там дук ахи хер койс спайс қиыр тығыны молодежь айқи қейлақ дуатсыжы хатсаны қачуа дәржа хаханиат молодежь халыкке жылатты жиқи лилждул хамажды ждергежи ышедул хамад Аллаху Құранда бех хамды жоқ шейтін белхажды жоқ фачтанибуху жоқ дал ымырды жоқ Аллаху аздытлыш гиян доллыш валлил мадиллышыз. По статистике, ровно половина всех наркоманов спустя полгода после регулярного употребления погибает, 13% доживает до 30 лет и лишь 1 до 40. Число самоубийств в состоянии алкогольного опьянения также высоко, до 80%. Медики напоминают, сигареты, алкоголь, наркотики становятся причиной возникновения заболеваний всей системы и органов человека. Развиваются психические заболевания, снижается иммунитет. Это век, когда человек взаимодействует с инфекцией и как мы победим в этом бою, зависит очень сильно от нас зависит. Естественно, человек, который ведет здоровый образ жизни, который хорошо питается, правильно питается, который высыпается, а не сидит все до утра на гаджетах, который занимается спортом, не имеет вредных привычек, конечно, у него иммунитет хороший. И вероятность при столкновении даже с туберкулезной инфекцией, как и с другими инфекциями, не заболеть, конечно, у него гораздо выше. В конце концов, цена за пагубные привычки – жизнь, и выбор всегда есть у каждого. Именно это и пытаются донести до подрастающего поколения организаторы встречи. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.